Маждался, здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас сегодня с Танзилой, у меня дочка в гостях, пробный рулет из шпината, да? Будем сегодня пробовать его делать. Она его несколько раз делала. Я, признаюсь, я не делала ни разу. Хотела сама сделать, но не рискнула. Пусть делает сегодня Танзила. Короче, она пропустила... Сколько тут? Ты взвесила? 150 грамм. 150 грамм шпината через мясорубку. Так, у нас Аишка в гостях. Заходи, Аишка, заходи. Так, 3 яйца, да? Но из-за того, что у нас яйцо очень маленькое, то 4 яйца добавляем. Отделяем желток от белка. Мадина скоро должна приехать. Танзила со вчерашнего дня у меня в гостях. Аська, зарядочный ахатсияхи. У телефона нет зарядки, Аишка. Все, давай. Так, теперь что, взбивать нужно? Да. Там, по-моему, да, вот. Ой, белки отдельно, да? Нельзя, чтобы сюда чуть-чуть даже желток добавить. Я это самое. Я немножко спать хочу. Что-то еще не проснулась. Аишка у нас вчера, Аишка, разбойница, упала. Так, ну все, взбивай. Вот так вот она взбила белки. Вот до таких вот, ну, можно сказать, до пиков. Теперь желток просто так, да? Да. Не обязательно взбивать. Желток. Так, мука. Ты взвесила? Сейчас скажу сколько. 100 грамм. Ты ее взвесила? Сейчас помешаю. Соду что-то добавлять не надо? Когда взбивались белки, щепоточку соли мы немножко закинули. И теперь вот сюда. Аишка, что это? Аиша думает, я тоже делаю. Она поэтому быстро пришла. Аиша, это не то, в одну сторону. По стенкам. Ага. Вот такое тесто. Оно не маленькое для этого? Или оно тонкое должно быть, да? Ага. Ну, тесто вот видно уже по консистенции, что хорошее. Ты второй или третий раз делаешь, да? Много раз. Много раз уже делала. Ага, молодец. Умница. Когда получается, когда нет. В принципе, если получается, В ничего. принципе, почему не получается? Действительно, там же. Обычный бисквит. Хотя и обычный бисквит обычно тоже не получается иногда. Я же тесто не держу особо. Все. Не против. Смазывать же не надо, там силиконовый этот коврик. Не коврик, а бумага. Даже здесь больше по-моему. М? Нет, нормально. Це ярко, зеленый холод зараз. Что ты сходишь? Нет, а после выпечки бывает. Слушай, а может быть ярко-зеленый, чтобы можно капельку красителя, наверное, Не добавить? надо ничего, сейчас он будет зеленый. Нет, вообще я имею в виду. Не надо? Ничего не надо. А если? А если? Сама делай и добавляй. Ну, я сама и говорю. Слушай, у меня есть какой-то... я желтый и красный краситель покупала. Хотела манты сделать цветные, но никак руки не доходят до этого. Желтый. Почему именно желтый? Ну, желтые розочки, красные розочки. А, ты все красители купил? Не, я купила просто желтые и розовые, и красные розочки. А он не будет тонкий, нормальный.
В чаше казалось, что его мало. Не надо эту, да, лопаточку покупать? Слушай, я собиралась, вот когда ты к нам едешь, у меня столько бывает этих вот с Танзилой туда пойдем, там посмотрим, что мне нужно купить. А приедешь, ничего ничего не успеваю. Я хотела в упаковочный с тобой сходить, там как раз для кондитеров, для всего, ну вот для нас, для поваров. Когда я туда еду, позвоню. Ты из дома приедешь, да? Что ты хотела? Это у меня дома. Я думала, у тебя пластмассовая штучка. Которая? Которая нет. Нет, у меня нету. Такая с изгибом, да? Я смотрела ее, думаю, ну ладно, думаю, с Танзилой приеду. Да, вроде бы. Может, еще так вот немножко потрясти. Нет, вот здесь тоньше, по-моему. Что я хочу? Сюда в. И пошла в духовку на 180 градусов. На сколько минут? На 20 минут. Точно посмотри по своим этим рецептам. Разогретую духовку заранее. 15-15 минут. 15? Да. 15-20 минут, да? Ну, смотрите по своей духовке. Машка быстро убрала. Так, ну вот, видите? Вот так вот корж готов. И пока он горячий, его нужно завернуть. Может, Нет, так. Так, да, длину, да? Нет. Ну, пусть пока лежит. И так, чтобы остыл, да? Потом будем делать начинку, готовить начинку. Теперь Танзила решила еще и морковный рулет посмотреть. Короче, морковь на мелкой терке натирается. Сколько? Полкилограмма моркови? Да, 500 грамм моркови и 80 грамм сливочного масла. И сейчас она у нас вот тут, ну, потушится до полуготовности даже, да? Почти до готовности должна потушиться. Так, и теперь вот так вот намазывается творожный сыр с чесночком. 3 столовые ложки. 3 столовые ложки творожного сыра. Ну и 1-2 зубчика чеснока. Кто хочет, можно по желанию и зелень. К сожалению, у нас ее просто нет, если честно. Рулет для гурманов. Ну, там все, весь вкус, по-моему, семга дает. Да. Семга и сыр. А это шпинат безвкусный. В принципе, просто вот получается, ну, как бы блин получается обычно из муки. Шпинат же никакого вкуса не имеет. Но он вкусный все равно. Мне понравился в тот раз, когда привозила. За счет того, что семга. И он очень смотрится на столе. В разрезе. Все. Может быть, потоньше надо было? Поуже. Не тоньше, а поуже резать. Ну, когда нет, когда внутри, чтобы не было. Но это все будет делаться в перчатках, а это просто для нас, поэтому мы сейчас не заморачиваемся. Нормально ее хватит. 180 грамм же у нас была рыбка. Больше и не надо. Покажу. Со шкуркой. Все. Так, теперь сворачивается рулет, да? А не надо было на пленку? Нет. Ишка, немножко надо. Ишка, отойди, пожалуйста. Ага, вот. Стой с той стороны. Вот, да, вот. Это убирается. Концы должны убраться, да? А так цвет прям хороший получился. Замороженный даже лучше.
Мне надо тоже несколько досок купить. Дорогие там были доски в мегамаркете. 900 какая была, ты говорила, хорошая. 960. В конце по-любому приходится убрать. Вот он. А так, нож чисти. Нож чисти. Покажи. После каждого разреза надо нож обязательно вычищать, чтобы сыр не размазывался. Чем было Язык украсть-то? Потуже завернуть тяхалдезер, наверное, да? Нет, наоборот. Нет, да? Даже, я думаю, слишком завернула. Ну, как тебе объяснить? Пышно. Ой, какой. А ты не будешь кусочками резать больше? Нет, пока. А украшать чем? Вот я не знаю, я думаю, мяты украшаю. Может, просто майонезом вот так вот это все. А майонез пойдет туда? Почему нет? Пойдет. Ну вот, друзья, вот такой вот рулет у нас получился. Конечно, нам его нужно еще усовершенствовать, но уже ничего. Нравится, мне нравится. Вот так вот. Ну, это концы обычно бывают. Чтобы концы такими не были, надо, Танзила, именно вот к концу, ага, ближе к концу положить просто. Вот поэтому у нас конец некрасивый был. То же самое же. Да. Даже в нашу разрезе Да. мне нравится больше. Просто ближе к концу начинку надо больше класть. Ты После вот дома будешь, когда делать конец жи, вот обязательно, чтобы к концам была начинка, поэтому у нас вот концы более пустые, поэтому так получается. А дальше уже красиво. И разрезать, когда будешь разрезать, не забудь после каждого разреза чистить нож, чтобы вот это вот, как его, сыр не размазывался. Вот один кусок сделала, нож почистила. Один кусок сделала, нарезала, нож почистила. И тогда будет красиво. Ничего, красиво. Красиво, как говорил наш племянник. Так, смотри, морковный, посмотри. Так, и вообще-то мы слишком рано его разрезали. Его нужно обязательно поставить в холодильник на несколько часов, чтобы и сыр прихватился, и рулет, был вкусный. Мы слишком рано его разрезали. Он должен постоять несколько часов в холодильнике. Аишка. Так, приехали. Что бежишь, бездна? Тебе болхать, да, бампур. Так, приехали всей семьей отдыхать. С малышней, с Абдулмаликом. Уставшие после заказа приехали в магаз. Мухаммад, привет!
Ай, привет, Мухаммед. Аиша. Аишка, привет. Аиша, привет. ماشي يلا أي شيء خذي مشروع. هيا. هيا خذي أي شيء. أي شيء خذي ها. Сразу муштесу. Здесь. Как ты пробуешь? Как ты пробуешь заснять? Не надо. Ну давай тогда я пока камеру беру, ты попробуй, скажи на вкус. Мухаммед, ходи. Ходи. Извините. Нет, сейчас должен принести. Должен принести. Пока пустая. Взять. Что?
Дуктыч, а что здесь? Есть?